Добрый вечер. Время новостей на АТР. Вы смотрите «Заман». Россия не позволила создать международный трибунал по сбитому в прошлом году над Украиной малайзийскому самолету. Совет безопасности ООН не принял проект резолюции по расследованию катастрофы Боинга. Россия, имеющая право вето, документ заблокировала. Подробности в сюжете. Заседание Совбеза начали с минуты молчания. Прошу всех встать в память о жертвах. От имени стран, участвующих в совместном расследовании авиакатастрофы, выступил представитель Малайзии. Куала-Лумпур готовил текст резолюции. Создать трибунал требовали 5 стран – Австралия, Нидерланды, Бельгия, Малайзия и Украина. К ним присоединилась Италия. Авиакатастрофа Боинга над Донбассом произошла 17 июля прошлого года. Тогда погибли 298 человек. На борту было много детей. Важно, чтобы Совет Безопасности занял решающую позицию против виновных за сбитый Боинг. Учреждение Международного трибунала пошлет четкий сигнал о том, что международное сообщество принимает меры против тех, кто угрожает миру и безопасности, ставит под угрозу гражданскую авиацию. В резолюции требовали наказать не только непосредственных исполнителей, но и причастных к преступлению лиц. Далее голосование. 11 стран поддержали, Китай, Ангола и Венесуэла воздержались, а вот Россия, которая ранее угрожала наложить вето на резолюцию, обещание сдержала, проголосовала против. Виталий Чуркин, как всегда, упреков в сторону России не признает, путается в словах и пытается пристыдить дипломатов. Некоторые высказывания в отношении России в этой связи я считаю оскорбительными и недостойными дипломатов. Будем надеяться, что расследование разберется и в этом, и безнаказанность наступит и в отношении тех, кто сбивал самолет, и тех, кто его направлял в зону военных действий. Страны-инициаторы предупредили, будут добиваться трибунала в других международных организациях. Мнение относительно позиции России и результатов заседания уже выразил президент Украины Петр Порошенко. Результаты говорят сами за себя, но Украина на этом не остановится. Виновные обязательно должны быть наказаны. Это наш долг перед погибшими и их родными. Лидеры западных стран в том, кто сбил самолет, не сомневаются. Ранее премьер-министр Австралии Тони Эббот заявил, убежден, лайнер сбили пророссийские боевики. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон требует не разрешать одной стране вставать на пути правосудия. Наталья Калинка, Заман, АТР. МИД Украины обнародовала заявление относительно политического давления на представителей крымско-татарского народа, делегатов второго Всемирного конгресса крымских татар. Ведомство выражает решительный протест против создания искусственных препятствий для участия делегатов Конгресса, который состоится 1-2 августа в Анкаре. На днях на допросы в Крыму были приглашены зампреда Меджлиса Ильми Умеров и Нариман Джилял и председатель ЦИК Курултая Заир Смедляев. Мы требуем неуклонного соблюдения прав человека на оккупированном Крымском полуострове, в частности, устранения преград для участия всех представителей от Автономной Республики Крым во Втором Международном конгрессе крымских татар. К продленным санкциям против Крыма присоединились еще 7 стран. Черногория, Албания, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн, Украина и Грузия сообщили о своем решении продлить режим присоединения к санкциям ЕС против Крыма и Севастополя до 23 июня следующего года. Об этом сообщается в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Предварительные слушания по делу украинской летчицы Надежды Савченко в закрытом режиме сегодня состоялись в России. Савченко обвиняют в убийстве российских журналистов на Донбассе и в незаконном пересечении границы. По данным защиты украинки, в конце июня прошлого года ее захватили в плен, а затем насильно перевезли через границу и передали российским силовикам. По доказательствам, которые представили ее адвокаты, Савченко не могла быть причастна к гибели журналистов, потому что попала в плен еще до их смерти. Это также подтвердили украинские мобильные операторы. Они говорят, что телефоны Савченко уже работали на территории боевиков в момент убийства российских журналистов на востоке Украины. Согласно данным телефонного биллинга, 2 номеров Надежды Савченко, первый из этих номеров в 10 часов 44 минуты находился в центре города Луганска, а второй из этих номеров уже в 11 часов 4 минуты находился в том районе, где следующие 6 суток ее удерживали боевики, то есть на базе батальона «Заря». Я напомню, что обстрел, который вменяется, в который ставится вину, что она его корректировала, происходил в 11 часов 40 минут.
Таким образом, если в 10 или даже в 11 часов она уже была в плену, это полностью разбивает российскую версию в части обстоятельств гибели Корнелюка и Волошина. Генеральным директором национального заповедника Херсонес-Таврический назначили священника. По словам губернатора российской администрации в Севастополе Сергея Миняйла, назначение было одобрено лично Министерством культуры России. Новый директор – протоиерей Севастопольского округа Украинской православной церкви Московского патриархата Сергей Халюта. Коллектив заповедника протестует против назначения директором священника. Коллектив государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя, национальный заповедник Херсонес-Таврический, выражает свое глубокое непонимание и возмущение кадровой политикой и руководства города Севастополя и просит помощи у всех, кто в состоянии ее оказать. Вчера приказом Главного управления культуры города директор заповедника Кулагин Андрей Валерьевич был снят с должности, и на его место назначен протоиерей Сергей Халюта, благочинный Севастопольского округа. Мы, сотрудники заповедника, считаем это совершенно недопустимым и выражаем свой протест. Подобное назначение символизирует полную смену вектора развития заповедника, перечеркивает труд тысячи людей на протяжении 200 лет, отдавших свои знания, силы и душу Херсонесу. Как вы могли такое решение принимать? Перед вами стоит принял то свет. решение, которое я считаю правильным. Вот именно вы считаете. Да, а я перед вами я стоит. считаю. Вы не удельный князь, что принимаете я не такое удельный решение. князь. Перед светом Херсонесской науки, который 100 Я лет действую в рамках а вы своих действуете только полномочий. пару лет. Я действую в рамках своих полномочий. И вы не... Перестаньте повышать голос. Я оскорбляю. Я оскорбляю. Это вы не своей головой думаете. Решение. Позор! 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 Акции протеста, письма во всевозможные инстанции, обращения к мэру Симферополя, в вышестоящие органы власти. Все эти действия жителей жилого массива Белая-2 под Симферополем в феврале 2014 года заставили прокуратуру потребовать от Горсовета отмены незаконных решений о выделении земельных участков в зоне лесополосы. С приходом на полуостров новой власти обитатели поселка вновь столкнулись с прежней проблемой. На территории лесополосы, защищавшие их дома от выхлопных газов и шума оживленной трассы Симферополь-Керчь, опять началось строительство. Жители микрорайона Белая-2 вновь бьют тревогу. Лесополоса вдоль Феодосийской трассы стала активно застраиваться участками. Вырубаются деревья, вместо них вырастают заборы. Жители возмущены. Стройка полностью перекроет им доступ к городской инфраструктуре. Многие родители не знают, как их дети теперь будут ходить в школу, находящуюся в Каменке. Наступает 1 сентября, а детям в школу ходить невозможно. Единственный переход, начиная от заправки, кончая Стеллой, был на расстоянии 300 метров. Он полностью перекрыт. То есть детям пойти в школу, в больницу, в мечеть, в поликлинику невозможно. То есть наш район получается полностью закрытый, изолированный. Мы не можем пройти к трассе, мы не можем пройти ни в какие наши учреждения. Если господин Медведев или Путин выделит нам самолет, который будет нас здесь припарковываться и вылетать, и отвозить детей в Каменку, то, пожалуйста, мы согласны. То есть у нас самолет, если нас так изолировали, как не знаю кого, да? Проблема застройки лесополосы тянется уже давно. 2,5 года назад Симферопольский горсовет выделил под строительство часть земельных участков площадью более 320 соток. Новые владельцы тут же вырубили деревья. Протестуя против застройки, местные жители перекрывали трассу, обращались с жалобами в горсовет и прокуратуру. Во всех структурах они доказывали свою правоту. Во-первых, строительство ближе, чем на 50 метров от трассы запрещено законом. Во-вторых, по этой территории проходит сразу несколько телефонных кабелей. Здесь проходит и кабель СБУ, Крымтелекомовский кабель проходит. Проходит газовая труба, на которой розданы участки. Это просто беспредел.
Активность жителей Белого-2 привела к тому, что прокуратура выступила с протестом по поводу незаконного решения Горсовета о выделении земельных участков в этом районе. В феврале 2014 года его должны были отменить. Но сегодня с приходом новой власти не только вернулись прежние проблемы, но, как считают местные, ситуация ухудшилась. Смотрите, что получается. Как только мы перешли, Крым перешел к России, начали уничтожать там, значит, в первой полосе дорогу, построили здесь вот какую-то непонятную мойку. Потом сделали, значит, у дороги магазин продажи этих камер автомобильных. Ну, изуродовали весь въезд от Стелы до самого магазина «Новый центр», изуродовали это все. И это все с благословения Агеева. За какой-то период, переходный период между Россией и Украиной, когда Украина, значит, Крым переходил в состав России, у них они быстренько переделали все генпланы, перепродали земли, тут же повыдавали госакты всем. Тут пришла Россия, пожалуйста, сразу начали строить, все повыдавали, у них тут же госкадастр, Роскадастр, строится, что хотят, то и робят, называется, да? Сейчас возмущенные жители вновь собирают подписи под коллективными жалобами в адрес новой власти. Вернее, старой, ведь мэром Симферополя и при Украине, и при России остается все тот же человек из ближнего круга руководителя местного парламента Владимира Константинова Виктор Агеев. Эльмира Джумерова, Асан Асанов, Заман, АТР. На трассе Симферополь-Феодосия образовался длинный затор. Это произошло из-за ремонта дороги на участке, ведущем из Симферополя в Феодосию. Рабочие закрыли одну полосу и оставили для движения только другую и обочину. Тяжелее всего пришлось грузовикам. Обочина не позволяла разъехаться двум фурам. Кроме того, из-за перегрева двигателя некоторые автомобили приходили в неисправность. На дороге в течение нескольких часов не было ни одного автоинспектора или работника дорожной службы. Рамзан Кадыров мечтает воевать против исламского государства. Глава Чечни заявил, что готов воевать против ИГИЛ, если появится такая возможность. Говоря о том, будут ли чеченские власти предпринимать какие-то действия против одного из главарей ИГИЛ, выходца из Чечни, Кадыров также отметил, что был бы не против. Исламское государство – это террористическая группировка, действующая в Сирии и Ираке. Их деятельность в России запрещена. Сандык открылся в Киеве в арт-салоне работы известных крымско-татарских мастеров Айдера Абибуллы, Рустема Скибина, Гульнары Негляденко. Все оформлено в национальном народном стиле. Фески, украшения, ковры и сувениры – все в национальном стиле. В центре Киева открылся арт-салон «Сандык», что в переводе «сундук». Шапочки с национальной символикой крымско-татарской, растительные орнаменты, для мужчин больше. Хоран Хапа, то есть это футляр для хранения Корана, очень уникальная вышивка, очень трудоемкая работа. Здесь эксклюзивные работы 20 известных крымско-татарских мастеров. Часть из них во время аннексии переехали в Киев, остальные остаются в оккупированном Крыму. Больше нужно для Украины и для киевлян, потому что ни о татарах крымских, ни об их культуре практически ничего в Украине не известно. Панно, то, что у нас изготавливались, по типу азиатских, сюзанне похоже. То есть это практически никому не известно. Художник Рустем Скибин известен керамикой, но в этом арт-центре самой важной работой называют панно. Делал его для своего дома в Крыму, сейчас перевез в Киев. Работа побывала на многих выставках. В арт-салоне она не продается, а выставлена как символ благополучия. Главный месседж в этой композиции – это семейное древо. Это программа жизни. Кипарис как глава семьи мужчина, а треугольник и основа в виде такой чаши – это наш дом с землей, то, где мы строим, где мы развиваемся. Плоды – это богатство, которое мы желаем. Арт-салон создан при поддержке творческой студии «Эль-Чебир». Помогали и киевские друзья, говорит Рустем. Этот центр – это такой, наверное, маленький шаг к тому, чтобы мы сохранились как народ, чтобы сохранилась наша культура. То есть это самоидентификация. Уже с августа месяца начнутся мастер-классы и кофейные церемонии. Эльвина Седулаева, Олег Азыкин, Заман, АТР.
Короче, в Крым. На российском телевидении запустили рекламный ролик, зазывающий россиян ехать отдыхать на полуостров. В нем большая семья, собравшись за столом, решает, куда же ехать отдыхать. Им нужны море, дельфины, экстрим и горы, дворцы и вкусная еда. Российские туристы, которые уже успели отдохнуть в Крыму, создали альтернативную версию ролика с грязными и пустыми пляжами, пробками и нереальными ценами. Ну что, дорогие мои, лето. Куда поедем? Обязательно к морю. Где стройный кипарис, и песочек, и все свое, родное. Я стою 20 часов. Моему ребенку плохо. Да вы бейте меня. Идите отсюда. Экстрим – это лучшее лекарство. Вы меня знаете. Я за любую движуху. И чтобы горы. Обязательно горы. Я люблю отдыхать с друзьями и с новыми знакомиться. А я хочу в сказку, чтобы дворцы, парки, сады. Россиян Крым. Согласно заключениям экологов, вдоль Черноморского побережья у знаменитых туристических мест вроде Ласточкиного гнезда затоплены сотни металлических бочек с химическим оружием. Эти контейнеры спешно захоронили еще в 41-м перед наступлением немцев. Но срок годности бочек истек, и из некоторых в морскую воду уже просачиваются ядовитые вещества. Чтобы и посмотреть было на что. И поесть, чтобы вкусно было. Вместо пляжа и моря – койки больничной палаты. В Севастополе с пищевым отравлением в инфекционную больницу госпитализировано более 60 студентов из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Короче, в Крым. Короче, в Крым. На этом пока все. Хорошего вечера и будьте с нами.